Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Елена Насырова. И вначале коротко о главном. Встреча с Путиным и вопросы международного сотрудничества. Высокой оценки Совета по глобальным геопаркам ЮНЕСКО удостоилась российская заявка на создание второго в России геопарка Таратау в Республике Башкортостан. Итоги рабочей поездки Радия Хабирова в Москве. О чем говорили на самом высоком уровне. На повестке стоит очень острый вопрос повышения производительности труда. Это опять искусственный интеллект, это опять роботизация. Башкортостан в числе лидеров по вопросам социально-экономического развития. Расскажем об оценках авторитетных федеральных агентств, которые они поставили региону и управленческой команде. Это рост заработной платы, это решение социальных проблем, то есть это обеспечение жильем и так далее. Первые морозы. Необходимо ограничить время пребывания на открытом воздухе. По возможности отложите рыбалку, дальнюю поездку или прогулку. Для кого опасны температурные качели и как пережить зиму? Многослойная одежда, шапка, шарф, перчатки – все это поможет не только сохранить тепло, но и предотвратит резкое сужение сосудов. Как подготовиться к году огненной лошади? Нарядили елочку. Видите, какая красавица она у нас. Мы не меньше, чем детишки, ждем этот праздник, верим в чудеса. Символика праздника, меню и интерьерные решения. Советы экспертов по созданию атмосферы волшебства. Задекорировать зону елки различными фигурками. Это всегда будет смотреться интересно, сказочно. Успехи Башкортостана в сотрудничестве с ЮНЕСКО, соглашение о партнерстве с Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом, закрепление региона как лидера по созданию и развитию геопарков, а также перспективы взаимодействия с Московским авиационным институтом. На текущей неделе Радий Хабиров побывал в столице с рабочей поездкой. Глава Башкортостана участвовал и в заседании Госсовета под руководством Владимира Путина, посвященного подготовке кадров. Какие задачи поставлены руководству региона в этом вопросе и для каких отраслей необходимы специалисты, расскажет Даниил Байков. Большая часть школьников Башкортостана, как и по всей России, массово выбирают колледжи и техникумы. Вопрос подготовки специалистов для экономики страны ключевой на заседании Госсовета под руководством Владимира Путина. Докладывая о ситуации, Радий Хабиров подчеркнул, что системе среднего профессионального образования в регионе уделяют огромное внимание. Учеба в СУЗах становится престижной. Со внедрением искусственного интеллекта появляются новые профессии. Организуют обучение для работников оборонно-промышленного комплекса. Благодаря своевременным мерам уровень безработицы в республике ниже среднероссийского показателя. Сейчас мы уже чувствуем определенные, в общем-то, скажем так, позитивные последствия. И, кстати, наши показатели, что у нас вот 63% наших детей, наших выпускников 9 классов идут в колледж. На повестке стоит очень острый вопрос повышения производительности труда. Это опять искусственный интеллект, это опять роботизация. Совместные проекты будут развивать башкирские ученые и представители Московского авиационного института. Высшее учебное заведение «Альма-Матер» известных летчиков, космонавтов, конструкторов, тех, кто вносит вклад в отечественное авиакосмическое строение. Образование в ВУЗе получают более 160 студентов из Башкортостана, поэтому показатели регион входит в пятерку по числу поступивших. Такие данные на встрече с Радием Хабировым привел ректор МАИ Михаил Погосян. Республика заинтересована в сотрудничестве в сфере беспилотной авиации и не только. Для нас очень важно, чтобы у нас были партнерские отношения между нашим университетом науки и технологий и Московским авиационным институтом. Здесь и целевое обучение возможно, и целевая подготовка аспирантов, и защита, на диссертационных советах здесь. Мы об этом все проговорили.
Это совместные большие проекты по изготовлению определенных изделий. Электросиловые установки для самолетов. То, ровно чем занимается наша передовая инженерная школа нашего УНИТа. Об успехах Башкортостана на международном уровне напомнил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В частности, о том, что комитет ЮНЕСКО включил в список всемирного наследия наскальную живопись пещеры Шульганташ. Теперь в списке 34 российских объекта. Высокой оценки Совета по глобальным геопаркам ЮНЕСКО удостоилась российская заявка на создание второго в России геопарка Таратау в Республике Башкортостан. Номинация рекомендована для утверждения исполсоветом ЮНЕСКО, который состоится весной следующего года. Опыт башкирских геопарков Янгантау и Таратау станет эталоном и для других субъектов России. Так, руководитель Республики Ради Хабиров подписал соглашение о сотрудничестве правительства Башкортостана со Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом. В регионе создана уникальная экосистема, объединяющая природные, культурные, научные и образовательные объекты и инициативы. По этому соглашению что дает? Мы будем сейчас работать. Мы хотим создать национальную систему геопарков, пока их 2. Но поскольку создание у нас в Башкортостане, мы будем ведущим, соответственно, здесь структуры, и он будет базироваться в Уфе, что важно. Понятно, что и под нас будут подтягиваться другие, мы готовы обмениваться опытом. Я уверен, что впереди еще в России, вот сегодня тоже на докладе это прозвучало, и министр иностранных дел, что будут появляться новые геопарки. Эксперты подчеркивают, проекты Башкортостана, признанные ЮНЕСКО, это эффективный инструмент для продвижения интересов России за рубежом. На протяжении многих лет республика остается надежным партнером для международной организации. В регионе прилагают усилия для сохранения природного и этнокультурного наследия, развития экологического туризма. Конечно же, все это сложилось благодаря огромной командной работе, системной работе. В первую очередь, благодаря Радию Фаритовичу Хабирову, нашему главе, который в самые непростые времена поддерживал курс вот этой самой мягкой силы, когда мы верными шагами, планомерными шли к тому, чтобы завоевать, не побоюсь этому слова, эти большие, очень почетные международные статусы. Мы понимаем, чтобы сохранить это лидерство, нам необходимо дальше развиваться. И следующим шагом как раз является создание российской сети глобальных геопарков ЮНЕСКО, чтобы в дальнейшем в эту сеть включали другие геопарки, включались, и мы совместно консолидированно работали по продвижению России и его авторитета, его веса в глобальной сети геопарков во всем мире. Помимо деловых встреч, глава Башкортостана участвовал и во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В Кремле с главного новогоднего атрибута Ради Хабиров снял 3 шара с желаниями детей. Подарки от руководителя региона получат школьники из нашей республики. Равиль и Есения загадали подвесное кресло и беговую дорожку, тогда как юная Полина из ЛНР – телескоп. Проект призван воплотить мечты маленьких жителей страны и дать им частичку новогоднего чуда. Даниил Байков, Ильшат Казакулов, Марат Юнусов. Итоги недели. Москва. Под конец года федеральные эксперты подводят различные политические итоги. Так, например, Ради Хабиров вошел в топ-20 губернаторов в авторитетном рейтинге «Госсовет 2.0». Автором выступил коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг». По мнению экспертов, региональным властям удалось заметно снизить конфликтность и протестный фон по теме экологии и национального вопроса. Помимо этого, в международном контуре ярким событием стало создание российско-таджикистанского индустриального технопарка, о чем в частности упомянул президент во время прямой линии. Республика выступает в роли основного исполнителя проекта с российской стороны. Более того, Башкортостан победил в первом национальном рейтинге субъектов страны по уровню кластерного развития. Конечно, это результат той самой напряженной работы, той самой активной инвестиционной политики, которая сопровождалась реализацией уже многих проектов достаточно серьезных. Это и в горной отрасли в Абзелиловском районе, это и в особой экономической зоне Алга, это и в ряде городов республики. Та работа, которая начала им проводиться буквально с первого, скажем так, срока его избрания. Закономерный итог слаженной работы управленческой команды. Башкортостан вошел в топ-5 субъектов интегрального рейтинга социально-экономического и политического развития. Данные подготовил Центр развития региональной политики.
Учитывался ряд ключевых показателей, таких как оценка политической ситуации, поддержка федерального центра и не только. Башкортостан занял уверенное 5-е место, показав высокую социально-экономическую динамику. Здесь мы видим, что преимущественно среди критериев брались как раз-таки те, которые подчеркивали и близость власти к обществу, и те тренды, которые власть использует в своей работе по взаимодействию с населением, по получению информации об имеющихся сложностях, проблемах, по оперативному реагированию на те вызовы, которые осуществляются. Но также во многом акцент на рейтинге делался и на будущее, на то, насколько регионы готовы к испытаниям, которые должны принести в ближайшие годы. Какие, собственно, тренды и тенденции у них по работе с привлечением инвестиций, по обеспечению качества жизни в регионах, уровня жизни. Регионы России становятся активными субъектами реализации внешнеполитических задач. Агентство политических и экономических коммуникаций высоко оценило внешнеэкономическую стратегию Башкортостана. Модель республики представляет собой систему, в которой уникальный историко-культурный фундамент соединяется с внешнеэкономической тактикой и жесткой синхронизацией с федеральной повесткой. Результатом становится превращение региона в активного агента, продвигающего интересы России на международной арене. Важнейший элемент успеха – встроенность региональной инициативы в общенациональные приоритеты. Вся международная деятельность Башкортостана сознательно выстраивается в логике ключевых интеграционных объединений – Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС, БРИКС. Проект в Таджикистане, о котором особенно много говорят на федеральном уровне, очевидное воплощение курса на углубление евразийской интеграции. И мы сегодня находимся на такой ситуации, будем говорить, на таком уровне, который позволяет нашей республике реализовывать планы, в частности, по импортозамещению, формированию собственного рынка эффективного. И, кроме того, мы решаем социально-экономические проблемы, в частности, это минимальная безработица, это рост заработной платы, это решение социальных проблем, то есть это обеспечение жильем и так далее. Сегодняшняя ситуация, она в принципе, еще раз считаем, что она стабильная и даже, будем говорить, определенный рост, который нам позволяет надеяться на достаточно перспективное будущее. В Башкортостане в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды реализовано все 170 из 170 запланированных общественных пространств. Об этом в рамках финальной в этом году рабочей поездки в Белорецк рассказал Ради Хабиров. Руководитель региона провел совещание по развитию города, металлургов, посетил промышленное производство. Также глава республики поздравил с наступающим Новым годом родных участников специальной военной операции, которых он навестил дома. Подробности в репортаже нашего корреспондента Азат Садреева. Мы разработали марки стали, мы разработали, какая должна быть структура. Наше количество гектаров возделано наших дисков будет точно больше, чем делали наши партнеры. За короткое время Уральский пружинный завод полностью импортозаместил комплектующие для российских автопроизводителей. Предприятие освоило широкую номенклатуру продукции, которая поставляется более чем 5000 клиентов. Сам УПЗ тоже не стоит на месте и ежегодно инвестирует в свое развитие. Предприятие с каждым годом все развивается и развивается. Мы даже не успеваем эти новшества, каждый год все что-то новое, уже обучение постоянное, интересно. В рамках рабочей поездки в Белорецк Ради Хабиров посетил стратегическое предприятие. За короткое время завод стал лидером на российском рынке по производству пружин холодной и горячей навивки. Используются они как в автопроме, так и на производстве военной техники и железнодорожных вагонов. Уральский пружинный завод поставляет свою продукцию не только на АвтоВАЗ и РЖД. Предприятие номинировано как поставщик элементов подвески и на представительские лимузины. В частности, пружины, изготовленные в Белорецке, стоят на служебном автомобиле президента России. Также в рамках рабочей поездки в Белорецкий район Ради Хабиров встретился с семьей погибшего участника СВО Флюса Галимова. В преддверии Нового года глава Башкортостана вручил детям бойца подарки и отметил, что родные и близкие всех защитников Отечества всегда будут под опекой как республиканских, так и местных властей. Я думаю, что именно такие семьи, где много детей, где малыши совсем еще остались, это первая наша забота. Были небольшие вопросы, все порешаем. Это первая наша задача. Я говорю, эти дети, это наши дети. Это дети республики. Мы их поднимем.
Белорецк – динамично развивающийся город. Помимо производства, здесь растет туристический поток, строятся социальные и спортивные объекты. В частности, начинается возведение комплекса для занятия борьбой. Ради Хабиров посетил площадку и ознакомился с возможностями будущего спортивного центра. После открытия здесь одновременно смогут заниматься 136 человек. Давно обещали, видите, вот мы занимались реконструкцией стадиона, хорошо получилось. Здесь такой большой спортивный кластер. Белорецк очень спортивный, школа борьбы здесь очень сильная. Тут и чемпионы России у нас выходили ребята. Вот. Место какое красивое. Так что приедем на новоселье. Социально-экономическое развитие Белорецкого района Ради Хабиров обсудил во время совещания с участием членов правительства республики и руководителями промышленных предприятий муниципалитета. Глава Башкортостана отметил, что, несмотря на непростые условия, удалось обеспечить устойчивое развитие всех сфер жизни республики. Регион в числе лидеров федеральных рейтингов по промышленности, научно-технологическому и инвестиционному потенциалу. Свой вклад в рост инвестиций вносят и проекты резидентов территории опережающего развития Белорецк более чем на 3 миллиарда рублей. Особое внимание глава республики уделил состоянию жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета. Износ коммунальной инфраструктуры по Белорецкому району мы определяем в 73,9%. Это очень высокий износ. Десятилетиями эту сложную проблему обходили, скажем так, не было должной энергии в этом вопросе. И сейчас ситуация достаточно напряженная. Здесь необходимо усилить работу, Рустем Фаридович, вас прошу, в рамках федеральных программ, потому что вы знаете, что работа в основном сейчас сосредоточена на опорных населенных пунктах. Белорецку здесь жаловаться не приходится, потому что Белорецк единственный район в республике, где 2 опорных пункта. Это Инзер и Белорецк. В программу развития Белорецка и Инзера включены 36 мероприятий по развитию инфраструктуры, из них 15 по линии ЖКХ. В следующие 2 года из бюджета республики на ремонт теплосетей направят более 170 миллионов рублей. Ради Хабиров также сообщил, что вслед за Уфой и Ишимбаем прорабатывается вопрос по приданию Белорецку звания «Город трудовой доблести», чтобы отметить вклад белоречан в великую победу. Азат Садреев, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов и Иван Шабрин. Итоги недели. Белорецк. До минус 36 градусов на этой неделе в республику пришли настоящие морозы. Правда, низкие температуры продержались всего-то пару дней. Но этого хватило, чтобы в поликлиниках увеличилось количество пациентов. Температурные качели прежде всего отразились на людях, страдающих гипертонией. Кто еще плохо переносит перепады погоды и как себя вести, когда за окном очень холодно? Ответы на эти вопросы искал Руслан Батаргариев. До 75 лет работал. А вот уже 3 года пою ретро-песни. И тренируюсь по настольному теннису. Активный образ жизни, прогулки и спорт. Болеть времени нет, говорит Тахир Ибатуллин. И даже минус 30 за окном никак не выбивает мужчину из колеи. Смотрите, мне 78 лет. Я переношу холода и тепло, и холод нормально. Да. Я на это не обращаю внимания. А как вам так удается? Бывший спортсмен, понимаете? У меня какой-то стимул есть. А когда есть у человека стимул, он не болеет, не обращает внимания на погоду. Увы, не все могут похвастаться таким здоровьем. Температурные качели каждый переносит по-своему. 190 на 95. При таком показателе здоровому человеку нужно бить тревогу, но Альфира Гендулина в панику не впадает. Женщина страдает гипертонией, периодически у нее повышается артериальное давление, особенно когда за окном погода нестабильная. Сырая погода или вот резкий перепад, 0 градусов, уже себя чувствуешь тяжелее. А когда вот морозная погода, она уже легче становится. Но тоже, наверное, по-разному кто как воспринимает. Действительно, метеочувствительность у всех разная, даже если брать людей с одним диагнозом. Естественно, влияет на состояние. Сегодня давление утром высокое, вчера было более-менее, а сегодня высокое. Я вообще гипертоник, вот я иду с приемов, кардиолога была. На этой неделе по республике ударили морозы. Буквально во вторник столбики термометров находились в районе 5-7 градусов, а на следующее утро температура воздуха местами опустилась ниже 30. Многослойная одежда, шапка, шарф, перчатки – все это поможет не только сохранить тепло, но и предотвратит резкое сужение сосудов, что очень опасно, в первую очередь, для гипертоников. Правильно одеваться, принимать лекарства, если артериальное давление нестабильно, избегать интенсивных физических нагрузок. Это то, что врачи рекомендуют, когда за окном очень холодно, но еще важно следить за водно-щелочным балансом организма.
употреблять достаточное количество жидкости, избегать употребления алкоголя, газировок, кофе, потому что они являются мочегонным средством, пить достаточное количество жидкости и скорректировать диету, чтобы избегать употребления с высоким содержанием поваренной соли, жирной и жареной пищи. При низких температурах возрастает и риск обморожений. Когда на улице слишком холодно, лучше отложить некоторые дела. Необходимо ограничить время пребывания на открытом воздухе. По возможности отложите рыбалку, дальнюю поездку или прогулку. На морозе избегайте употребления алкоголя. Он создает ложное ощущение тепла, при этом только ускоряя охлаждение тела. Резкие скачки температуры сказываются не только на числе обратившихся с жалобами на давление и обморожение, говорят врачи. Больше стало и заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. Тем временем, по предварительному прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в республике ожидается снежная погода. Температура воздуха ночью и днем будет находиться в пределах -5, -13 градусов. В новогоднюю ночь сильных морозов также не ожидается. Руслан Батыргареев, Азат Ишбулатов и Руслан Галямов. Итоги недели. До Нового года остались считанные дни. Для многих сейчас разгар подготовки к одному из любимых праздников. Символ 2026 года – огненная лошадь, поэтому без ее образа не обойтись в праздничную ночь. Как украсить дом, что поставить на стол и где можно проехаться с ветерком, узнавала наш корреспондент Динара Таймасханова. Это настоящее царство праздничного декора. Среди гирлянд, игрушек и мишуры царит особая атмосфера. Но в этом разнообразии легко потеряться. Современный рынок предлагает безграничный выбор. Можно взять готовое что-то, готовые изделия, если хочется какого-то минимализма, повесить это на дверь, на стену, над камином, либо просто поставить как декорацию на стол. Всегда очень много готовых изделий разных размеров. Нужно смотреть самое главное соотношение. Что касается елки, то нужно выбирать качественную, ведь этот элегантный символ зимы – основа всего. Под дерево можно разместить игрушки. Особенно актуальна фигурка хозяйки наступающего года – лошади. Главное – создать уют, ведь Новый год – это прежде всего домашний праздник, когда 31 декабря семья собирается за одним столом. Неважно, есть у меня сборы или соревнования, каждый год Новый год я встречаю в узком кругу своей семьи, в своем родном Башкортостане. Всех с наступающим Новым годом, всем удачи, здоровья и успехов. Ну что, подготовка к Новому году идет в штатном режиме. Нарядили елочку, видите, какая красавица она у нас. Также облагораживаем двор, развешиваем всякие гирлянды, заборы. Потому что мы не меньше, чем детишки, ждем этот праздник, верим в чудеса, ждем волшебство какое-то, загадываем желание. Поэтому всех вас с наступающим Новым годом. Чтобы добавить интерьеру индивидуальности, сделать креативного коня можно своими руками. С такими поделками справятся даже дети. Для них предстоящий праздник – один из самых волшебных. Это такой праздник, в котором появляются новые знакомства, может быть, новые... Ты сама новая становишься, вот. Ты вот с чем ассоциируется? С елками, с игрушками, с подарками? С весельем, с елками, с красным цветом, с бордовым цветом, с елочными игрушками, с санками, с горками и со снегом. Новый год ассоциируется с красным цветом, снегом, радостью, весельем. Как обычно отмечаете? Мы обычно либо едем к бабушке, либо с соседями. Как отмечают мастера, в этом году в тренде русский народный стиль, поэтому в год огненной лошади любой символ, связанный с этим благородным животным, принесет удачу. Однако стоит помнить, лошадь ценит простор, поэтому дом не стоит перегружать декором. Да, меняются формы, да, меняется наполнение. Люди все больше и больше выбирают экоматериалы. Это шишки. Это сушеные цитрусы, это маленькие деревянные спильчики, и маленькие какие-то даже веточки. То есть это актуально для населения и для людей, которые делают декоративные элементы на сегодняшний день. Но праздник – это не только декор. За плитой 31 декабря многие проводят больше времени, чем за праздничным столом. Профессионалы знают, как приготовить быстро и вкусно. Ингредиенты для этого салата можно найти в любом супермаркете. Листья салата, руккола, авокадо, помидоры черри, дольки апельсина и филе курицы. Выглядит он празднично, по-новогоднему, украсит любой стол. Приятного аппетита и всех с наступающим Новым годом!
К Новому году подготовить нужно не только праздничный стол, но и себя. Распространенная ошибка — не есть до того, как все сядут за стол. Врач-эндокринолог советует, наоборот, приступать к празднованию с легкой сытостью. Обязательно нам нужно какое-то количество белка и жиров употребить, допустим, перед новогодним столом, чтобы наши глаза не разбегались на все эти майонезные салаты. Второе правило, наверное, это обязательно стакан горячей воды перед застольем. Ну и как же без десерта в завершении вечера? Гузельен Борисова уже много лет создает кондитерские произведения искусства для друзей и близких. Поэтому в ее арсенале есть и специальные трафареты. Новый год без торта она не представляет. Я считаю, что обязательно нужно, во-первых, если есть дети, если есть взрослые, пожилые, бабушки, дедушки, они, по моему мнению, любят торт. Подсластить, да, конец года? Подсластить, да. Ощутить праздник и зимние морозы полностью помогут уличные развлечения. Так на набережной реки Белой готовят к открытию самый большой каток в Башкортостане. Ледовое покрытие составит 900 метров. Территорию уже преобразили праздничные иллюминации. 140 гирлянд, яркие прожекторы и новогодние игрушки. В первые годы, 21-22 года, когда мы открывались, попали в топ российских катков по протяженности. Прикладываем сейчас все силы, чтобы принять первых наших посетителей уже в 30-х числах декабря. Каток будет открыт ежедневно, включая праздничные дни с 12 до 22 часов. Создать атмосферу тепла и волшебства в силах каждого. Готовиться к празднику нужно с душой, но без лишней суеты. А вера в чудеса, несмотря на возраст, главный секрет хорошего Нового года. Динара Таймасханова. Итоги недели. Глава Башкортостана также вручил сертификаты победителям первого конкурса среди молодых директоров школ, работающих в сельской местности. Ради Хабиров назвал их работу «Миссией служения людям». Всего в 2025 году обладателями гранта в размере 690 тысяч рублей стали 50 человек. Встреча прошла в формате диалога. Директора смогли озвучить свои вопросы, обсудили развитие школьной инфраструктуры и меры поддержки педагогов. Ежегодно в республике капитально ремонтируют десятки школ и строят новые. Говорили также о качестве образования и патриотическом воспитании. Мы все понимаем, что такое школа на селе. Это не просто образовательное учреждение, это, наверное, центр общественной жизни, это вообще центр жизни на селе. И поэтому от того, кто возглавляет, конечно, это очень важно. Поэтому вы взяли на себя этот труд, эту миссию. Спасибо вам за вашу работу. И мы очень с уважением и благодарностью к ней относимся. Это такое яркое событие для моей карьерной жизни, поэтому мы благодарны главе республики, нашему министерству за возможность участвовать в таком гранте, за возможность получить его, а также за то, что для нас оказывают такое доверие. На неделе юбилея отметила МЧС России. Ровно 35 лет с момента основания. С этой круглой датой спасателей поздравил глава региона. История ведомства – это живая летопись мужества, самоотверженности и неизменной готовности прийти на помощь. МЧС России играет важную роль в обеспечении национальной безопасности, сохранении жизни и здоровья граждан, снижении ущерба от чрезвычайных ситуаций. Сегодня в ведомстве десятки профессий и специальностей и одна благородная миссия – спасение. Глава республики вручил государственные награды тем, кто посвятил свою жизнь служению людям. Невозможно мерить цифрами или статистикой, поэтому каждая жизнь для нас дорога. И каждое происшествие, пожар, независимо от того, каких оно масштабов, для нас это прежде всего наша работа по спасению человеческих жизней. Ты не знаешь, что может случиться каждую минуту. То есть едешь на обычный бытовой какой-то вызов, спасатель едет, да, через пути следования может произойти что-то там серьезное, то есть их перенаправляют. То есть надо быть готовым ко всему. То есть, как я всегда говорю, это эта профессия, она многогранная. Каждый спасатель, у каждого спасателя в багаже знаний там от 7 и более рабочих профессий, которым он владеет в совершенстве, скажем так. Рост минимального размера оплаты труда, круглогодичный призыв срочников и индексация пенсий. В предстоящем году россиян ждет ряд важных изменений, которые коснутся как социальной сферы, так и деловой жизни. О ключевых нововведениях короткой строкой расскажет Алия Альтубаева.
В наступающем году МРОТ возрастет до 27 тысяч рублей. В соответствии с бюджетом прожиточный минимум в следующем году составит почти 19 тысяч. Проиндексируют ряд соцвыплат и пособий. Продолжится реализация программ по развитию системы образования и здравоохранения. На меры по улучшению демографической ситуации в ближайшие годы выделят свыше 10 триллионов рублей. С 1 сентября самозанятые смогут оформлять больничные листы. Участие в эксперименте добровольное. Можно будет подать заявление и самостоятельно выбрать страховую сумму – 35 или 50 тысяч рублей, от которой будет зависеть размер ежемесячного взноса. Право на пособие возникнет после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Изменить решение можно будет раз в год. Призыв на срочную службу будет возможен в течение всего календарного года. Это прохождение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и проведение заседания призывной комиссии. Фактическая отправка будет осуществляться также дважды в год. Также дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Центробанк расширит перечень признаков мошеннических операций с 6 до 12. К новым отнесли превышение нормы времени обмена данными между банковскими картами. Также в обновленный список вошли изменения информации о номере телефона в онлайн-банке или на портале госуслуги за 2 суток до операции, обнаружение вредоносной программы на устройстве клиента, изменение провайдера связи и другие. Все это может указывать на удаленный доступ злоумышленников к счету. Со следующего года страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%. Это выше ожидаемой по итогам 2025 года инфляции. Темп индексации соцпенсий с 1 апреля будет соответствовать росту прожиточного минимума пенсионеров. Также Владимир Путин утвердил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. Он составит 270 месяцев. Семьям с детьми вернут часть уплаченных налогов. Мера распространится на работающих родителей с 2 и более детьми, имеющих невысокий доход. Ежегодно они смогут получать от государства обратно 7 из 13% уплаченного НДФЛ. Коснется норма в том числе и налогов за нынешний год. Футбольному клубу Уфа исполнилось 15 лет. Главный футбольный клуб Башкортостана был основан 23 декабря 2010 года на базе футбольного клуба «Башинформсвязь Динамо». Большую часть своего существования уфимцы играли в высшем дивизионе страны, а в 2018 году представили Россию в Еврокубках. В каком статусе Уфа, выступающая на полях первой лиги, подошла к юбилею, расскажет Полина Затолокина. Гол Даниила Фомина и переполненный нефтяник на ногах. Победу над чемпионом, петербургским «Зенитом», помнят, вероятно, все преданные болельщики Уфы. На полях премьер-лиги наша команда не раз отбирала очки у фаворитов. Среди них «Спартак», ЦСКА и Краснодар. Когда обыгрываешь «Зенит», мне кажется, впечатления у всех просто шикарные. Я не знаю, это неописуемо. Я не могу передать словами то, что обыграть «Зенит», может быть, такой раз в жизни дается. Так что я рад, что мне именно в этом клубе это выпало. Спасибо всем болельщикам, что поддерживали нас. Уфа стала трамплином для многих молодых игроков. Сейчас они защищают цвета ведущих клубов премьер-лиги. Уроженец столицы Башкортостана Игорь Дивеев добрался от Уфы молодежной до капитанской повязки в сборной России. Новые страницы истории пишут и другие наши выпускники. Так Данил Ахатов стал первым воспитанником школы Уфы, забившим гол за основную команду. Сначала я посмотрел ворота, подумал, что не попал. Взглянул, мяч в сетке, и уже вижу, что они все ребята бегут, поднимают, и начали радоваться. Первым делом побежал к бровке, к парням, чтобы вместе с командой отпраздновать этот гол. Стремительный рост, победы над топ-клубами и участие в Лиге Европы. Такими достижениями Уфа отметилась за свою небольшую историю. 23 декабря клуб встретил свое 15-летие. В честь праздника провели турнир по футзалу. Против команды, собранной из тренерского, административного штаба и игроков Уфы, на паркет вышли ветераны футбола, болельщики и представители медиа. 15 лет клубу – это такой подростковый возраст.
время становления, время будущих ориентиров, принятия решений на перспективу. И если мы будем идти к той цели, которую мы запланировали, я думаю, все у нас будет хорошо. И те условия, и та поддержка, которая есть у клуба, безусловно, даст соответствующий результат. Еще один юбилей по числу матчей. Встреча с Родиной на «Нефтянике» стала для Уфы 500-й на профессиональном уровне. И ту же отметку преодолел голкипер команды Александр Белинов, а вскоре провел свой 100-й матч в первой лиге. Вернувшись в столицу Башкортостана, он закрепил за собой место в основном составе и капитанскую повязку. Уфа стала родная, поэтому здесь было мне комфортно, моей семье, у меня здесь ребенок родился, поэтому, можно сказать, вернулся домой. Большой футбол ушел на зимнюю паузу. Осенний отрезок первой лиги ФК Уфа завершил на 16-м месте, пропустив вперед московская «Торпедо». Сейчас нашей команде предстоит частичное обновление состава. 9 января она соберется вновь, чтобы возобновить чемпионат. Полина Затологина. Итоги недели. Далее авторская рубрика моего коллеги Руслана Шарафуддинова, в которой он подведет итоги и расскажет о ключевых событиях через призму своего мировосприятия. Такой была уходящая неделя, но о итоге года мы по традиции подведем 31 декабря под занавес 2025. Информационная редакция телеканала БСТ расскажет о самых важных событиях, которые затронули все сферы нашей жизни. То, чем запомнились эти 12 месяцев. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе актуальных новостей. До встречи в эфире. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафуддинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Новый год – время собирать камни и подводить итоги. Есть они и у каждого в отдельности, и у всей республики. Всю минувшую неделю Ради Хабиров работал в Москве. Его маршрут пролегал по высокой орбите федеральных слоев атмосферы, местами касаясь невесомости кремлевского космоса. Основные глобальные деловые вопросы решаются в столице. Нравится это кому-то или нет. Если речь идет о нацпроектах, федеральном бюджете или масштабных программах. За несколько дней десятки встреч, обсуждений и решений, которые закладывают фундамент под реализацию важнейших для Башкирии проектов уже года следующего. Заседание Госсовета под началом Путина, где он объявил про 26-й год как год единства народов и где обсуждалась проблема кадров для экономики. Правительственная комиссия с вице-премьером Хуснуллиным по региональному развитию, где обсуждались итоги участия субъектов России в национальных и федеральных проектах. Это между нами та самая комиссия, решением которой мы получили в этом году 8,5 миллиардов рублей на развитие инженерных коммуникаций для Зауфимья. И, наконец, заседание Российского комитета ЮНЕСКО, работу которого курирует министр иностранных дел Сергей Лавров. Про ЮНЕСКО особый разговор. Минувший год стал прорывным в этом направлении. Башкирия официально попала в список всемирного наследия ЮНЕСКО с уникальной наскальной живописью Шульган-Таша. Теперь древние рисунки Каповой пещеры в одном ряду с Тадж-Махалом, Лувром, египетскими пирамидами, Эйфелевой башней и другими чудесами света. Этот сложный путь в заветный список ЮНЕСКО занял у Шульган-Таша долгих 13 лет. Это очень круто, и для понимания, мы единственные такие в стране. В глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО вошел наш Таратау. В Уфимском университете науки и технологий появилась кафедра ЮНЕСКО, а в Гафурийском районе открыли в этом году сразу 2 первых в России и пока единственных золотых гвоздя – уникальных геологических объекта. Итак, год 2025. Каким мы его запомним? Он был сложным и насыщенным, но чертовски интересным и вместил в себя столько событий, что всей нашей рубрики не хватит на только их перечисление. Реализация мегапроектов и размах новых планов. Поддержка специальной военной операции на фронте и в тылу. Волонтеры и гумконвои. Кадровый проект «Герои Башкортостана» и активное участие фронтовиков в жизни республики. Долгожданное открытие башкирского участка федеральной автомагистрали М-12 «Восток» и революция креативных индустрий. Кардиоцентр в Уфе как клиника из будущего и Центр детской гематологии и онкологии.
городские поликлиники и сельские ФАПы. Национальная спортивная премия лучшему спортивному региону страны и футуристический блеск геномного центра как визитные карточки Уфимского межвузовского кампуса. Второе дыхание скульптурного Салавата Юлаева и гагаринская бронза его хоккейного тезки. Тотальное благоустройство общественных территорий и возрожденные парки. Новые медицинские центры и школы. Сразу 7 золотых масок Башкирского театра оперы и балета и его премьеры на сцене Большого театра. Размах Китаб-Байрама и Дней арамейской культуры. Нулевые автобусы и кареты скорой помощи. Миллиарды инвестиций и международная миссия Башкирии как оператора технопарка в Таджикистане. Столько всего разного, важного, этапного, приятного и не очень уместилось в эти 52 недели. В 3 словах: масштаб, движуха и результат. Главный итог года – мы подтвердили свои лидирующие позиции во всех сферах. Сегодня Башкортостан по праву на авансцене общественно-политической, экономической, культурной и спортивной жизни огромной страны. Наша родная Башкирия однозначно в числе лидеров, топ-регион. Ради Хабиров может произносить свое новогоднее поздравление жителям республики с чистой совестью. Мы люди взрослые и понимаем, что даже под елкой подарки не появляются просто так. А мечты сбываются у тех, кто не просто в них верит, но и много для этого работает. Следующий год обещает быть непростым, но мы справимся. Родная Башкирия дышит, активно развивается и работает на конкретный результат. За наше общее правое дело, за которое бьются с риском для жизни наши парни на фронте. И мы будем помнить и думать о них и под бой курантов, когда каждый загадает свое личное, сокровенное. И пусть следующий год станет победным для нас во всех отношениях. До свидания. С вами весь год была рубрика «Между нами» и ее автор Руслан Шарафутдинов. С наступающим вас Новым годом, дорогие друзья! Берегите себя и своих близких, пусть все будут живы и здоровы. Я не Дед Мороз, но точно знаю, что все будет хорошо. Да, и на Деда Мороза надейтесь, но сами не плашайте. До встречи в 2026 году, Дустар.